Ее имя хорошо известно любителям современной татарской песни. Оксана Алюб сама пишет стихи, сочиняет музыку и поет. А теперь выпустила и свой первый клип. О творчестве Оксаны, любви к родному языку и о том, как стать звездой интернета, подробности в нашем сюжете. Она его безумно любила, но он ее не замечал. А когда все же полюбил, было уже поздно. История стара как мир, но она всегда волнует и трогает до глубины души. Создать клип на одну из своих песен было давней мечтой Оксаны Алюб, и вот она сбылась. А всего несколько лет назад Оксана и подумать не могла, что когда-нибудь ее песни будут слушать тысячи людей. Однажды, где-то в конце 2008 года, я рылась в интернете и увидела, как мальчик один поет под гитару на татарском языке. Это тронуло просто до глубины моего сердца. Я решила попробовать изучить, спеть эту песню для себя. Я ее сначала для себя пела, и однажды у меня родилась идея так же, как он, выложить это в интернет. Люди стали присылать Оксане огромное количество татарских песен с просьбой спеть их под гитару. И она исполняла только те песни, которые запали в душу, а потом начала писать свои. Если я стихи пишу с самого детства, с 10 лет, музыку я начала сейчас только писать, и сейчас стараюсь исполнять только свои песни. Хотя люди просят, им ближе что-то знакомое все равно, просят все равно перепевать что-то, я стараюсь чередовать. Одной из последних песен, написанных Оксаной, стала «Виноваты ли цветы?». Ее-то автор и выбрала для клипа. На эту идею с удовольствием откликнулась сестра. Она придумала и написала сценарий. Я просто ей рассказала, как все это вижу. Как вижу этот клип, как ее песню вижу. Она мне спела, прямо мы шли по улице, обсуждали вот эту вот тему. Она мне спела эту песню, я рассказываю ей, все понравилось И все, там в ходе съемки только менялись некоторые кадры, а так осталось все, как задумано было. Оксана нашла тех, кто с радостью решил помочь в съемках ее первого клипа. Главный герой Денис специально для этого приехал из Уфы. Ребята запаслись терпением и энтузиазмом. Несмотря на волнение Оксаны, съемки клипа оказались настоящим приключением. Тем более, что для всех, кто принимал участие в съемочном процессе, это был первый опыт. Мы снимали несколько дублей на всякий случай. То есть накопили достаточно материала. Из этого материала мы уже выбирали наилучшие моменты. В результате получился рабочий вариант, который мы уже с Оксаной доработали до готового. Выходу клипа радовались все – друзья, близкие, поклонники и коллеги по работе. Оксана больше года работает в Конгрессе татар Челябинской области, куда ее привели любовь к родной культуре и языку. Татар конгрессда мен инде елдан ашу эшлим, 2011 елның октябрьнан башлап. Неге конгресста деген сорауга келген чакта, чөнки мин яратам үземнең телемне, үземнең телендә аралашырга тырышам һәр вакыт. Ул булса интернетта, телефон аша булса, анда Башкортстанда, Татарстанда яшәгән үземнең дусларым, танышларым белән. Сегодня Оксана – настоящая звезда интернета. Ее песни слушают не только в Челябинской области, но и в Татарстане. И теперь Оксана мечтает написать песню, которая достучится до сердца каждого.